При этом больница продолжает функционировать, весь персонал выполняет свою работу, как и прежде, но, разумеется, в условиях карантинного режима. Никто при этом не допускается в учреждение. О том, что сегодня происходит внутри очага заражения коронавирусом в столице Коми, поведал один из хирургов учреждения. Это Андрей Гаврилов. Врач не только рассказал, но и показал, что происходит внутри. Главный посыл: еды хватает, средства индивидуальной защиты как для персонала, так и для пациентов есть, аппараты ИВЛ тоже в наличии. Но самое главное, удалось купировать очаг заражения. Многие мои коллеги самоизолировались в учреждении. В учреждении абсолютно спокойная и рабочая обстановка. Пациенты информированы, находятся в курсе результатов проведенных проб, получают лечение в полном объеме. Мы обеспечены, как и пациенты, так и медицинские работники, питанием. Питание происходит из одноразовой посуды. Мы снабжены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Также и как пациенты, так и медицинские работники. У нас имеется все необходимое техническое обеспечение, аппараты ИВЛ. Никакой паники у нас здесь нет. Все понимают, что нужно собрать силу воли, профессионализм, пациентам набраться терпения. И несмотря на все, мы продолжаем и будем продолжать в полном объеме лечить наших пациентов. Сейчас в больнице между пациентами и медицинским персоналом полное взаимопонимание. Мы друг друга поддерживаем. Здесь мы находимся как одна большая семья. Несмотря на то, что у нас уже достаточно много подтвержденных случаев заражения, это совершенно не значит, что следует разводить панику. Все-таки больница – это закрытое помещение с высокой плотностью сосредоточения людей, поэтому вирус так быстро и передается. У нас разом у всех и пациентов, и медперсонала взяли пробы, поэтому и итоговое число подтвержденных проб высокое. Могу точно сказать, что все пациенты находятся под особым контролем в изоляторе, и все пациенты переносят вирус в легкой форме. Как отмечает врач, многие его коллеги самостоятельно остались на самоизоляции в стенах больницы. Свободные часы доктора проводят за чтением книг, а еще общением по видеосвязи с родными, получая от них большую поддержку. Я горжусь за своих коллег, что они пошли на такой ответственный, прежде всего, серьезный шаг. Слава Богу, что положительным в данном случае является то, что все случаи заражения в больнице из единого очага, которые мы сумели вовремя купировать и взять под контроль. Думаю, что это помогло избежать куда большего количества зараженных. Я, так же как и вы, общаясь с родными и близкими, читаю соцсети, и меня расстраивает, что имеется очень много злобы на людей, льется и на медперсонал в том числе, кто кого заразил вирусом. Поверьте, нам тут всем сейчас не просто, но это не значит, что нужно еще больше друг друга угнетать. Лучше просто поддерживать нас, поддерживать своих родных, близких, друг друга. Желаю всем крепкого здоровья и, пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите на улицу без острой необходимости. Здоровья!